Здравствуйте! В эфире информационный выпуск МШКшара. И сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжаня принял и выслушал представителей села Азюбжа. Депутаты на рабочем заседании парламента обсудили последствия инцидента 30 сентября. Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии наградил почетными грамотами ветеранов войны. В понедельник получили продолжение события, имевшие место в выходные дни по поводу инцидента 30 сентября. В администрации президента состоялась встреча с представителями села Азюбжа. Президент Аслан Бжаня принял делегацию из 5 человек. От имени пришедших выступил ветеран войны Гиви Допуа. Мы не ожидали, что вы нас так примете экстренно. Спасибо за это. Я больше чем уверен, если бы на второй день вы здесь были бы, до этой ситуации не довели бы. Хочу начать с того, что вот то, что произошло, уже мы все знаем, одно и то же повторят. Я не буду вас утомлять. Беспрецедентный случай произошел. Избиты 7 ветеранов нашей войны. Это неоднократно уже было. А это вообще кощунство было. В День Победы избить 7 человек, бросить на асфальт, повернуться и уйти. Не арестовать, никакие меры не принят. Это уже участники расскажут. Я волнуюсь, вы меня извините, потому что я такое никогда в своем государстве не ожидал. Я не хочу жить в этой государстве. Вы верите мне? Я вам, вот как коллегам бывшим, как друзьям говорю, я не хочу в этом государстве жить. Сейчас нашу ситуацию начали использовать все политические силы. Все встали на уши, все нас преследуют, все куда-то нас тащут, в какие-то митинги тащут нас, какие-то. Мы не по этим вопросам, Аслан Георгиевич. Мы хотим один единственное что. Я горжусь своим селом. Я 5 лет, как вернулся в свое село, восстановил отцовский дом. Я горжусь, что я в этом селе живу. 360 дворов мы не покинули, сожженное село, уничтоженное. Мы остались в этом селе, и вот эти ребята, которые были избиты, они все возрождают это село. Мы никакой митинги, в политических акциях мы ни в каких не участвуем. Мы этот вопрос в политику превращать не собираемся, родные. Наше требование безоговорочное. Вот это спасибо, что вы так среагировали, Аслан Георгиевич. Спасибо, что вы сделали. Но я перед вами сижу, я не могу людей остановить, может начаться самосуд. Президент Аслан Бжаня сообщил, что восстановлением истины занимается прокуратура. Для урегулирования конфликта было принято решение об отстранении министра внутренних дел на период проверки. Этот инцидент не останется безнаказанно. Не мне вас учить, вы создавали это государство, вы пришли к президенту. В нашем государстве, в нашем развивающемся государстве, еще не окрепшем, есть государственные институты, которые занимаются восстановлением истины. Я слушаю вас. Вчера проводил здесь совещание, и никакие оценочные суждения я не высказывал. У меня такого права нет. У нас этим делом занимается прокуратура. Речь идет о должностных лицах с одной стороны, о ветеранах и депутате парламента с другой стороны. Конфликт такой. Соратники, наверное, то же самое скажут. Нет в этом здании человека, который не сожалеет о случившемся. Решение, которое было принято вчера, тоже является не очень правовым. Должностное лицо отстранять от должности только тогда, когда установлены признаки, состав преступления, хотя бы признаки. Этого пока нет. Я пошел на опережение с тем, чтобы не было по этому поводу разговора о том, что мы не хотим объективного расследования. Прокуратура работает, кто-то дал показания, кто-то даст показания, проводят экспертизы. У нас нет, у меня, как у президента, нет другого института, кому я должен довериться.
Поэтому в действиях прокуратуры они работу завершат. Будет установлена вина должностных лиц. Если такая вина будет установлена, решение будет принято окончательно. Я это могу вам сказать как глава государства. Вы же меня избрали главой государства. Есть правила, по которым я должен жить. У меня не вызывает этот инцидент, это происшествие, оно никому не нужно. Это не то, что должно было произойти. Это не тот случай, когда нужно было самоутвердиться. Это вот инцидент самый неприятный, на ровном месте. Мне неприятно видеть людей, которые стоят под окном. Но, надеюсь, вы правильно поймете, я вынужден принимать взвешенные решения. Ведь речь идет не только о людях, а о институте в целом. Вот вы сказали, что сотрудники были в селе, ты выступал, мне твое выступление не понравилось. Эту милицию нужно воспитывать, ее надо создавать. Но потом в селе же нашли несколько тысяч корней мака. Но иногда кто-то ошибся. Я к этому говорю. У нас недавно был случай не с этими ребятами связанный, а в Гагре, когда начальника уголовного розыска избили. И Амхарпып, если у нас не будет милиции, не будет прокуратуры, они не будут работать, у нас не будет государства. Вопрос стоит так. Это мой долг, я расписался и сказал, что я должен соблюдать и быть гарантом нашей Конституции. Через институты уполномоченные, я повторяюсь, есть прокуратура. Что-то придать этому расследованию, усилить там какими-то специалистами дополнительно. Давайте мы это сделаем. Проблем нет. Прокуратура дает свое заключение, мы действуем в рамках этого заключения. При этом хочу еще раз выразить свое уважение ко всем жителям Абхазии. Если вы гордитесь селом Адзюкже, хотите там жить, и говорите о том, что вы не хотите жить в Абхазии, это серьезный симптом. У нас много таких. И многие не хотят жить, знаете почему? Потому что у нас распоясалась преступность. Я сейчас прямые параллели не провожу. А для того, чтобы эту преступность хоть каким-то образом привести в чувство, нам нужна милиция. Это милиция, это орган, который занимается мерами государственного принуждения. Вы знаете случай, который был недавно в Ачимчирском районе, когда сотрудники милиции ночью зашли, там фермы, да, вот и так далее. Потом был импровизированный митинг, их ругали. За 18 тысяч рублей, а весь такой ртоп их проклинают. Вопрос так стоит. Мы государство только строим. У нас нет сильных государственных институтов. Мы в этом деле сделаем объективную картину. Мы накажем всех, кто к этому причастен. В этом деле последнее слово должно быть за прокуратурой. Мы их уполномочили вместе с вами, когда вы за нас голосовали, когда за депутатов голосовали, за эту власть, за эту конструкцию, непосредственно не за Бжаня, за эту государственную машину, когда мы ее строили, мы определили прокуратуру как орган, который должна этим заняться. Они тоже только начали работать. Еще раз подчеркиваю, то, что отстранены и министр, и заместитель министра, и фигурант, там, кто был, они отстранены от их должностей. Это тоже шаг, который идет вразрез. Это тоже шаг навстречу. Извинения должны принести те, кто к этому причастен. Это будет сделано. Давайте эту историю тоже будем склеивать. Я не могу другой путь предложить, кроме как правового. И второй путь – это связано с тем, чтобы людей каким-то образом помирить, чтобы кто-то признал за собой вину. Все это мы сделаем этапами. Может, это потребует неделю, может, чуть больше. Я не знаю, как работа пойдет. Но я заинтересован в этом деле, чтобы была поставлена справедливая точка. Я надеюсь на то, что у нас нет повода, личного повода друг другу не доверять. Давайте эту историю поручим компетентным органам в сжатые сроки, ее завершим. Произошедший 30 сентября инцидент обсудили в парламенте на рабочем заседании. Депутаты пригласили для разговора ветеранов, генпрокурора, председателя СГБ и сотрудников МВД. Подробности обсуждения в репортаже Алики Трапш.
Спикер парламента Валерий Кварчев в своем вступительном слове отметил, что все участники инцидента нарушили закон. Президент Аслан Бжани на время следствия отстранил министра внутренних дел. И этого вполне достаточно, чтобы следствие смогло разобраться в случившемся, подчеркнул Валерий Кварчев. Я считаю, что это был нормальный шаг со стороны президента. И мы то же самое хотели, тут наши мнения совпали. Вот. Но, тем не менее, есть товарищи, которые требуют, считают, что это мало, требуют отставки министра внутренних дел и его замов. Но я лично считаю, что то, что сейчас сделано, вполне достаточно для того, чтобы разобраться в том, что случилось. Депутат Гиви Кварчи обратил внимание на одно, по его словам, очень важное обстоятельство. Были избиты ветераны, инвалиды нашей Отечественной войны, народа Абхазии, брошены на месте. И далее, после нашего заседания, перед ними никто не извинился, им была предложена материальная помощь в устранении последствий увечий в медицинских учреждениях. Мне кажется, это циничное предложение и циничное отношение к ветеранам и вообще увечья, нанесенные в День Победы ветеранам, которые являются примером вообще для нашего общества. До сих пор не возбуждено уголовное дело. Вы знаете, бывают разные ситуации, ветераны попадают в разные ситуации, и ветеран ветерану рознь, и ветеран – это не индульгенция перед законом, все перед законом должны быть равны. Возбуждение уголовного дела и мера пресечения должна быть применена к тем, кто избивал ветеранов. В ходе обсуждения ситуации депутат Натали Смыр высказалась против снятия депутатской неприкосновенности. Она также назвала вопиющим фактом произошедший инцидент с участием ветеранов войны, депутата и сотрудников правоохранительных органов. Правда, очень уважаю Диму. У нас с ним хорошие, дружеские и просто еще и родственные отношения. Гарри Кукая мой коллега. Диму я знаю лучше немного, чем Гарика, но и тем не менее. Я хочу сказать, вы представляете, депутат парламента, министр внутренних дел подрались. Друзья, вот простите. А потом я сейчас вам расскажу из истории. Эта молодежь здесь присутствует. Видимо, после военного периода вы многие не знаете. Так получается, много либо здесь никого-то не было, где-то кто-то был, не знаю. Но я хочу сказать, после войны, вы знаете, в Афоне стояла Зушка. И каждый 30 сентября эта Зушка стреляла. Даже вплоть до того, что с гранатомета стреляли и стреляли из мухи. Ну, друзья, это был День Победы. Вот так вот иногда абхазцы праздновали. Но скажите, это правильно? Нет, это неправильно. Конечно, это неправильно. Дети просыпались, содрогались, все было. Но это часть нашего образа жизни, это часть нашего отношения к войне, это часть Мы скоро, теперь ветераны. Хорошие они у нас, плохие, у нас их тоже остается немного, друзья, потому что такое тяжелое время мы живем. Но даже если наш коллега заслужил, вот я говорю, заслужил, Гарик, ты. Ветеранов зачем надо было бить? Гарик, ты заслужил, повторю еще раз. Ветеранов зачем надо было бить? Объясните мне. Другие депутаты также высказали свое мнение по поводу произошедшего инцидента. О чем мы будем говорить с нашими детьми, которых мы хотим воспитать на чувстве патриотизма и уважения к нашим ветеранам. И кем было это совершено? Детьми героев страны. Я очень хорошо и близко общался и с Сергеем Платоновичем Дбар, и Валерием Киршаловичем Чачхаля. Я знаю, кто они были. Они были наши соратники. И соратники наших детей будут бить соратников же своих отцов. И мы хотим говорить о том, что кто там был прав, а кто не был прав. Я не хочу сейчас возвращаться к нашему коллеге. Да, если даже это он сделал, он не должен был стрелять. Мораль и этика депутата не позволяла бы ему это сделать. Но это вторая сторона вопроса. И сегодня находится кто-то, кто хочет пустить вопрос в юридическую плоскость. Давайте поговорим о морали.
Когда не знаешь, как поступить, поступай по закону. Для меня закон прежде всего, я вот, как бы Наталья Викторовна об этом говорила, в этой ситуации для меня нет своих и чужих. Никто не является моим, если он нарушает закон в какой-то форме. И по мере, значит, ответственности этого закона каждый должен отвечать. Это для меня, значит, истина прописная, я думаю, как и для каждого депутата парламента. Будет это избиение, будет это беспорядочная стрельба или другие случаи. Более того, хотел бы напомнить о статье 22 Конституции Республики, в которой говорится о презумпции невиновности. Да? Мы цитируем статьи, но вот виновность человека будет доказана после того, как будут проведены все следственные и другие мероприятия. Это касается и министра, и наших коллег, к великому сожалению. Я не хотел бы, чтобы в Абхазии происходила такая ситуация. Я не хотел бы, чтобы о ней писали в РБК и других российских СМИ. Но она произошла. И мы из нее должны выйти максимально корректно. Более того, я хотел сказать, что мы не приемлем давление на парламент ни с какой из сторон. Это тоже связано с неприкосновенностью депутата. Я хотел бы призвать своих коллег коллегиально, так как министр, значит, временно отстранен от исполнения обязанностей, тоже временно не приходить на сессии и заседания, где будут решаться вопросы, связанные с ними так или иначе. Я думаю, это будет справедливо и правильно. Депутат Гарри Кукая принес извинения перед всеми за нарушение депутатской этики. Он также отметил, что готов нести ответственность за свои действия. Я согласен с тем, что я не должен был так поступать. Я согласен с тем, что это некрасиво, нехорошо в нарушении депутатской этики. Но как преступление, наверное, тоже это не надо расценивать. Это было, я, возможно, поддался эмоциям, чувствам. К этому празднику я всегда так относился. И в окружении своих старших ветеранов, кого я сильно уважаю, люблю, произошла эта стрельба, за что я готов в полной мере нести ответственность. То, что касается закона, то, что депутат защищен неприкосновенностью, я этой неприкосновенностью не собираюсь пользоваться. Органы дознания, прокуратуру, я с ними сотрудничаю и говорю, и показания даю, и если даже приглашают, я не отказываюсь приходить. То, что касается ветеранов, и к ним такое несправедливое отношение, конечно же, не должно было произойти. Призываю просто к тому, что мы должны все вместе принять справедливое решение, законное решение и не политизировать это здесь внутри. И советы, которые от министра поступают, что он ушел, и мы должны куда-то уходить, я не приемлю от этих людей ни советов, ничего, потому что они себя повели недостойно. Депутат Алмазхан Ардынба, комментируя произошедшие события, сказал, что никакого обстрела здания МВД не было. Я вам честно говорю, вот я здесь сижу, никакой стрельбы в отношении или обстрела, назовите как хотите, в отношении здания МВД не было. Присутствовавший на рабочем заседании парламента генеральный прокурор Атгур Агрба рассказал, на какой стадии находится расследование инцидента. Сегодня уже проделан очень большой объем работы, но на этом этапе давать правовую оценку мы не можем. Только третий день занимаются следователи сбором доказательств. Я думаю, что еще потребуется какое-то время, чтобы дать окончательную оценку. В ближайшее время это будет сделано. Я хочу также довести до вас, что у нас есть в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством сроки, которые установлены законом. Это 5 суток, 15 суток и 60. Это сроки, которые нам предоставляет законодательство. Я думаю, что в эти сроки мы обязательно уложимся. Но еще не допрошены, не все допрошены ветераны войны, ввиду каких-то причин и обстоятельств, я пока точно говорить это не могу. Не допрошен пока министр МВД, но сегодня мы его пригласили, он обязался явиться. Есть еще свидетели по версии следствия, которые должны быть допрошены. Я думаю, что они тоже дадут нам необходимые нужные показания для того, чтобы впоследствии уже сослаться на них и дать оценку. Генпрокурор также подчеркнул, что в случае необходимости оставляет за собой право в соответствии с законом продлевать сроки проверки, чтобы собрать все необходимые материалы. В общем, обсуждение ситуации временами становилось весьма эмоциональным. Я хочу извиниться перед этими ветеранами за наших коллег. И за господина Кукая, и за господина Дбар.
за то, что они по их вине попали в такую ситуацию. И нужно понимать, к чему это может привести. Не надо здесь устраивать, Бог его знает что. Прикуп будут нести они сами. Здесь сидеть умные вещи, говорить о патриотизме не надо. Люди убивали друг друга, находили какую-то форму для того, чтобы помирить. А мы здесь все усугубляем и делаем, чтобы было еще хуже. 15 дней этого достаточно. А после этого мы здесь встретимся и будем говорить. И давайте, пока мы не научимся жить по закону, никогда у нас нормально ничего не будет. Все мы живем здесь и знаем, что в суде делается, что в прокуратуре, в МВД что делается. Все мы все знаем. И мы начинаем, когда не по закону, это мой сторонник, это наш сторонник. Давайте по закону, пусть Генеральная прокуратура занимается, какое решение примут, и такое мы поддержим. Значит, мы где-то в ближайшие 10-11 дней уже будем иметь результаты. Но для того, чтобы нашим гражданам не показало, что это дело пущено на самотек, я предлагаю пригласить прокурора суда с промежуточными результатами в пятницу или в понедельник. Депутат Рауль Лолло предложил, пока прокуратура проводит проверку, чтобы не усугублять ситуацию, провести работу с представителями фамилий, вовлеченных в конфликт. Пока идет все это мероприятие, я хотел бы призвать нас всех, депутатов, спикеров, вице-спикеров, Комитет по обороне и безопасности, все-таки работать с теми людьми, которые вовлечены. Много фамилий, вы знаете, прекрасно в этом задействовано. Ветеранов очень много задействовано. Может быть, мы постараемся каким-то образом на этой площадке, здесь у нас парламент, народное собрание. Давайте попробуем здесь, в парламенте, постараться какие-то вопросы тоже, может быть, здесь, пока остроту какую-то снять, пока работает Генеральная прокуратура. После завершения заседания парламента его итоги прокомментировал депутат Лаша Ашуба. Было принято решение дождаться расследования со стороны Генеральной прокуратуры по вышеназванным фактам. Насколько вам известно, за выходные дни, вернее вчера, министр внутренних дел временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Наши депутаты, наш депутат, который был фигурантом одного из инцидентов, тоже сказал о том, что он не будет участвовать в работе, где будут обсуждаться эти вопросы. Парламент будет ждать информации от Генеральной прокуратуры. В конце текущей недели депутаты намерены пригласить генпрокурора, чтобы узнать о ходе расследования инцидента. Алька Трапш, Тимур Гугохи, Рамо Камки, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Тем временем, практически весь день у парламента и администрации президента стояли люди в ожидании решения парламента. По всему периметру зданий правительственного комплекса и прилегающих улиц сотрудники правоохранительных органов обеспечивали правопорядок. У парламента собрались в основном жители села Адзюбжа и ветераны. Собравшимися пообщалась Гугуца Вардания. С утра у здания парламента стали собираться люди. Их единственное требование – отставка министра внутренних дел в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября в столице. В этот момент в здании администрации президента проходила встреча главы государства с делегацией из 5 человек из Адзюбжи. Спустя час с итогами к собравшимся вышли представители делегации села. Принял нас он великолепно, хорошо, выслушал сам. Сожалею о том, что случилось. Говорю, конечно, далеко неприятный факт, это мягко говоря. Но дело так, я на время, отстранил от занимаемой должности министра и 2 их замов. Я даже на это, говорит, он, по крайней мере, нам так объяснил, не имел на это права. Я должен был дождаться решения, прокуратуры, расследования. Но, несмотря на это, вижу, какая ситуация. Дайте нам недельный срок, максимум недельный срок. Прокуратура, проведет расследование. И исходя из этого, когда они вынесут свой вердикт, исходя из этого, я буду потом принимать решение. Вот были его слова. Однако с таким решением собравшиеся у парламента не согласились, заявив, что не собираются расходиться. По их мнению, неделя – это слишком много для решения вопроса. К собравшимся обратились вице-президент Бадра Гумба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба с просьбой немного подождать, чтобы решить все в рамках закона. Мои боевые друзья, товарищи, мы с ними прошли и войну, и предвоенную политическую ситуацию тоже. С кем прошли, с кем? С кем прошли?
Я с кем прошел? Не тебе имеешь в виду. Вы не слушаете, Дайте сказать. Потому его передайте, куда ему говорите, зачем нам объяснять что-то? Зачем нам говорить что-то? Нам прислали людей, сказали, придите и озвучите, о чем говорю. Не хотите слушать, уйдем, все, нет разрешения. Ветераны вам говорят, это неправильно. Псота сяшедзем, авилер баху, буквы закона жалхозна, к духу абсурашха. Если мы думаем о государстве, давайте будем... Послушайте, если мы думаем о государстве, не так, чтобы опозорились на весь мир, давайте по закону делаем. Давайте по закону. Потому что кстати, Сергей Алласа нам цедит, что цедит стохоп, хай сходственно, хай чажа, хомши, жамши, так дзина, образован, ярай и намадана, хомш, жухом, что сама валерий мей па закон, живем ши анхит, образован ярбо, только так дзина, шара, их дзюбжа хатарных цугея, он хача, и бахит. أحنتكار حلقوزر يرزقان يسبتوا عام تقوم وبريحة يسبشب ناس خطالة دوسة. Как можно смотреть в их власть? Как на ветеранов смотреть сегодня? Нам! Мы пришли сюда их поддержать. Они не приняли эту ситуацию, Сергей. Теперь, не дай Бог, что-то случится за эти 12 дней. Как мы будем говорить? Далее от имени ветеранов к собравшимся обратились Гивит Допо и Ахрабжане, пояснив, что это не политический митинг. Это не политический митинг, у нас нет политических требований. Мы не требуем каких-то выборов, справедливых выборов и так далее. Мы требуем одного – закона в отношении граждан Абхазии. И в данном случае в адрес наших ветеранов. После нескольких обращений, призывов разойтись и дождаться законного решения из прокуратуры, митингующие стали понемногу покидать площадь у парламента. Гугут Савардания, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Граждане Абхазии, обеспокоенные сложившейся ситуацией, высказывают свое отношение к инциденту, призывая к здравомыслию и дождаться результатов проверки. То, что случилось, уже случилось. Конечно, лучше бы все, чтобы всего этого не было, но и случилось. Надо найти достойный выход. Достойный выход, на мой взгляд, заключается в том, что должно быть проведено полноценное расследование. Ни на эмоциях, ни на криках, ни на давлении, а полноценное расследование с учетом всего того, что имело место в этот день. И, на мой взгляд, в данном случае я просто приветствую инициативу министра, который осознал ситуацию и сам предложил на время расследования, чтобы он оставил этот пост. На мой взгляд, жест очень хороший, достойный жест. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы в парламенте он был достойно оценен. Я думаю, что два депутата парламента, которые, значит, по той информации, которую мы имеем, занимались стрельбой, они тоже должны достойно ответить, если мы хотим полноценное расследование, которое будет вести прокуратура. Это не отменяет парламентского расследования, естественно, оно тоже должно быть объективным. Есть процедура снятия неприкосновенности на период, значит, проведения расследования. Так именно можно и оговорить. Если не понравится расследование, это уже другой колер, что называется. Но мне кажется, это верный путь. И в этой связи единственное, что я хочу сказать, как-то мы очень, ну, как бы снисходительно относимся к тому, что происходит со стрельбой. И меня это, честно говоря, напрягает. Я не хочу занимать ничью сторону в данной ситуации. Я не знаю деталей конфликта, но просто взгляд со стороны говорит о том, что стрельба – это не лучшее, что может быть, даже в такой день. Я позволю себе напомнить тем, кто апеллирует к старым временам, что даже в День Победы, когда в Гудаутах стояла стрельба невозможная, какова была реакция Владислава Ардзинба? Он просто кричал, куда тратят патроны. Надо думать о будущем и вести себя соразмерно тому времени, которое есть. Тем более хотелось бы, чтобы депутаты, достойные люди, которых избрали, у них не такой большой срок остался, кое-кто, наверное, пойдет на перевыборы, чтобы они достойно завершили свой срок. И чтобы они понимали, что с них спрос в плане морально-этническом гораздо выше, чем с обычных граждан Абхазии. Вот поэтому я просто
Очень хочу, чтобы сейчас дали возможность следствию спокойно разобраться в том, что происходило, виновность или невиновность каждого на каждом этапе, поскольку много людей там было задействовано, изучить и потом доложить обществу, что произошло на самом деле, и впредь не допускать никаких подобных инцидентов. Ситуация, которая сейчас на данный момент сложилась у нас в республике, конечно, немного печальная. Тут не одно мнение, тут несколько мнений можно как бы собрать в кучу. Но в любом случае изначально, насколько мы знаем, насколько мы слышали, инцидент произошел после того, как депутат парламента произвел несколько выстрелов в воздух. Ну, я думаю, что выстрел, он либо убивает человека, либо производит подобные последствия, которые произошли. В любом случае пуля ранит или морально, или материально, или так, или так. Ну, в данном случае произошел инцидент. Я считаю, что депутат парламента, ему не подобает вести себя таким образом. Человек, который пишет законы, по законам, которые мы должны как бы присматриваться и жить, сам их и нарушает. Вот. И я считаю, что это неправильно. Закон должен быть единый. И в этом смысле я согласна с Димой Дбар. Потому что мне понравилось его высказывание, что я буду работать так, как гласит закон, и закон должен быть един для всех. Вот эта точка его позиции меня очень вдохновила, очень понравилась. Насчет того, что было избиение инвалидов, да, это очень больно. Это действительно как бы очень больно, но я надеюсь, что проведут тщательное расследование по этому поводу, то я думаю, что в этой истории должны разобраться и разберутся. По поводу того, что министр МВД отстранен от работы, ну, я думаю, что после расследования все точки станут на свои места. Это с его стороны мужественный поступок был, когда он выступил по телевизору и сказал все как и есть, и выразил свое сожаление по поводу инвалидов. Мне это тоже очень сильно понравилось. И я думаю, что ужесточать ситуацию в этом направлении не стоит. Если есть те люди, которых нужно наказать, то это в первую очередь должен быть и депутат тоже. Он должен сложить свои полномочия и уйти в отставку, если наш министр будет отстранен от работы. Если нет же, ну я думаю, опять-таки, как я говорю, скорее всего разберутся, и мы будем за этим следить и посмотрим, какой результат будет в конце. Тут сейчас слышу на митинге, говорят, чтобы в отставку пошел министр. Я думаю, что по каждому поводу, если мы будем наших министров в отставку отправлять, мы очень далеко пойдем. Пример 2014 года до сих пор аукается. Мы это уже знаем. И кто-то в конце концов должен остановить эту карусель, которая ведет к развалу нашего государства. Поэтому тут мнение не одно, тут очень мнений разных. И, как я хотела сказать, давайте дождемся расследования. То, что произошло на набережной, мы знаем это однобоко, с одной стороны, то, что мы видели в Ютубе, то, что мы видим в интернете. По тем данным получается так, что сотрудники МВД, министр и его замы побили ветеранов войны, побили инвалидов войны, побив их, бросили, ушли. Это та информация, что мы видели и читали в Ютубе. Но мое личное мнение такое: для того, чтобы сделать какие-то выводы, нам надо иметь объективную информацию, выслушать и вторую сторону. И то, что на сегодняшний день мы знаем, что министр МВД по личному его заявлению отстранен от обязанностей, это, я считаю, правильный шаг. Наверное, правильно будет, чтобы вторая сторона тоже так же поступила, дать дело правоохранительным органам, чтобы они занимались следствием, объективно подошли ко всему. И, конечно, то, что они будут делать, следствие, необходимо, мне кажется, чтобы общественность была в курсе, как-то извещать общественность, чтобы не было никаких кривотолков.
Общественная палата Республики Абхазия выступила с заявлением, в котором выражается крайняя обеспокоенность ситуацией, произошедшей в День Победы и независимости Абхазии, с участием депутатов Народного собрания, ветеранов войны и руководства МВД. Общественная палата призывает соответствующие органы тщательно и беспристрастно разобраться в сложившейся ситуации и вынести свой вердикт с привлечением к ответственности виновных, невзирая на статус и положение в органах государственной власти, с целью недопущения политического кризиса. Как отмечается в заявлении, Общественная палата Абхазии будет осуществлять общественный контроль за ходом проверки. Общественная организация «Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской республики» наградила почетными грамотами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, вице-президента Бадру Гунба и представителей общественности республики. Как отмечается в грамоте, за личный вклад в сохранение традиций адыго-абхазского народа, а также за помощь и участие в деятельности организации почетные грамоты получили Павел Цимцба, Бадра Гунба, Тимур Гунба, Вячеслав Бастрикин, Вахтанг Гунья и Джустан Гулуа. Мы приехали на 30-е, на 28-летие День Победы в Республику Абхазия. И Союз абхазских добровольцев, решением Союза добровольцев наградить наших братьев-однополчан, наших братьев-абхазов. И поздравить всех с Днем Победы. Гражданина России 1986 года рождения, находившегося в розыске за убийство, задержали при выезде из России на пропускном пункте Адлер. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Сотрудники погрануправления задержали мужчину в пункте пропуска через госграницу Адлер. Его передали установленным порядком инициатору розыска, Главному управлению МВД России по Нижегородской области. С начала 2021 года в пунктах пропуска через государственную границу в зоне ответственности пограничного управления было выявлено более 150 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с прорывом водопроводной трубы в массиве Гумыста 5 октября с полуночи до 19 часов будет прекращена подача питьевой воды в новом районе Сухума. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидромедцентра, во вторник, 5 октября, в Абхазии ожидается облачная погода. Временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 9-14, днем 13-18 градусов тепла. Температура морской воды плюс 21 градус. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.